Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Мы сегодня будем вновь говорить об апартаментах, тем более депутаты вышли из отпуска. Гудаутское районное собрание почти в полном составе при одном воздержавшемся выразило свое мнение об апартаментах, о том, что это нам не нужно. Кроме того, по этому поводу высказалась абхазская интеллигенция, тоже выступает против. В общем, чаша весов явно сейчас не в пользу этой темы, так что... Но, тем не менее, мы все равно будем говорить о апартаментах. И сегодня у нас в гостях Алхаз Джинджоли и Саид Гизердава. Здравствуйте. Алхаз, я все-таки начну с тебя. Все-таки почему вот так вроде бы сейчас вот все слои там общества, да, интеллигенция, там районные собрания, такой активности по большому счету, ну не припомню вообще в такой в истории абхазской государственности, что вот по какой-то определенной теме у нас вот такое вот не сверху спущенное, а вот как-то снизу идет вот такая активность, да, там районные собрания, интеллигенция собираются и так далее, то есть различные группы людей, и в основном, и это даже не политические организации, а все-таки такая общественная инициатива по большому счету. Почему в этом вопросе, это, наверное, один из немногих вопросов, где впереди, в общем-то, тренды задает общество, а не какие-то структурированные политические организации. Ну, твои же слова приведу тебе обратно. Интеллигенция, наша интеллигенция, пусть, может, не так своевременно, как нам хотелось бы, тем, кто в политических прениях более активно участвует, но когда интеллигенция объединенно как-то заявляет свое мнение, это для любого государства вменяемого, для народа любого вменяемого, это уже повод одуматься. Интеллигенция – это та часть общества, это как совесть народа, она определяет угрозы, она определяет направление. Как мы писали вот в недавнем заявлении, ни чинуши, ни военные, ни тем более коммерсанты не должны определять направление жизни, развития там, и так далее. Когда все слои общества, которые ты перечислил, собрания и так далее, собрание районное отражает, наверное, мнение людей, населяющих этот район, как минимум. Они объединенно, когда заявляют, в принципе, одно и то же, сложим их опасения, наверное, что-то их объединяет. Не хочу проводить сейчас аналогии, ну как, вспомни, когда наша интеллигенция просыпалась, объединялась, била в колокола, писала эти письма в Москву, там, в Тбилиси, кто там над нами тогда сидел, как говорится. Не хочу проводить аналогии, но, видимо, чувствует народ, чувствует интеллигенция опасность, ту, которая веет от этого очередного, не хочу грубые слова говорить, проекта закона, ладно, так скажем. Саид, все-таки ты довольно часто даешь юридические комментарии по тем или иным законопроектам или даже уже законам комментируешь. И сейчас понятно, что у нас очень много всяких эмоций, да, по этому поводу. Вот с юридической точки зрения, вот для тебя как все это выглядит? Вот отбросив всю эту эмоциональную составляющую, которая там присутствует, я бы хотел просто, чтобы ты высказался, тем более вот законопроект уже висит, там его обсуждали, там и в парламенте обсуждали, и на телевидении, вот как бы была, на государственном телевидении была попытка это сделать. Вот на твой взгляд, насколько этот закон, ну вот, я бы даже хотел бы сказать, вот в процентном отношении, да, написан здесь, исходя из абхазских интересов? Начну с конца, с последнего вопроса. Ну, у меня есть разная информация. Опять же, это информация вот, в ходе частных разговоров полученная. Кто-то говорит о том, что проект был подготовлен здесь, кто-то говорит о том, что проект был подготовлен за пределами Абхазии. Но мне кажется, это не важно. В принципе, мы понимаем последствия этого закона, и последствия явно не такие, в которых как бы будет заинтересован абхазский народ.
Ну вот относительно того, сколько юридических проблем да, содержит в себе этот закон, можно бесконечно говорить. Нам не хватит передачи, потому что колоссальный объем претензий к этому закону есть. Ну, я думаю, что у меня будет возможность это в письменном виде лучше всего предложить. Но могу на некоторые моменты обратить внимание. Мне кажется, что вообще, в принципе, сегодняшнюю нашу дискуссию, ее нельзя считать как бы такой, что ли, критикой, которая ну, будет способствовать дискуссии вокруг закона. Совершенно нет, мы концептуально против этого закона. И я вот свою задачу вижу в том, чтобы как бы обществу показать, что этот закон в целом неприемлемый. Да? Этот закон, ну, во-первых, ну, если просто читать закон, то как бы там сложно понять все подводные камни этого закона. Но сам факт, что речь идет о значительном количестве апартаментов, сам факт о том, что речь идет о значительном количестве строений, в которых, собственно, будут находиться эти апартаменты, что под это дело отводятся земельные участки. И самое интересное, что закон никак не ограничивает площадь этих участков. Вот если посмотреть закон, мы увидим, что апартаменты, ну, правильнее говорить апарт-отели, это имущественный комплекс. Имущественный комплекс, который может состоять не из одного, из нескольких, да, из одного, двух, трех и так далее апартаментов. Соответственно, апарт-отелю прилагается земельный участок, да, и вся инфраструктура. Очень в этом плане надо отдать должное создателям закона. Очень подробно они изложили, какая инфраструктура возможна на территории апарт-отеля. То есть там есть и земли общего пользования, там, я не знаю, вплоть до того, что какие-то прогулочные территории, там могут быть и коммерческие помещения, то есть кафе, и даже банки упоминаются. То есть мы представляем, какой колоссальный, да, имущественный комплекс может вдруг возникнуть, да, одномоментно. Исходя из того, да, что то есть это могут быть целые микрорайоны, да, изолированные. Анклавы, как да, совершенно точно. Один из менеджеров, да, проговорилась и назвала вещи своими именами. Но это, да, будет такой микрорайон. Причем закон допускает, чтобы ограничивался доступ. Причем интересно, что фактически вот эта вот территория, этот анклав, она также будет действовать фактически как какая-то база. Посмотрите, как сформулирована, военная база, я имею в виду, посмотрите, как сформулирована возможность доступа, да, на эту территорию. В неотложных случаях, оказывается, только могут представители там, правоохранительных органов и других контрольных органов попадать на территорию этого объекта. То есть она, в принципе, закрыта, да, для посещения просто граждан. И не только, но и для посещения официальных представителей там, государственных органов. То есть это как бы очень серьезная проблема. Я думаю, Алхаз дальше об этом будет говорить. Мы приблизительно там просчитали количество, да, апартаментов, которые, возможно, да, будут строиться. То есть можете себе представить, какую ситуацию это создает. Ну и самое в этом неприятное то, что общество пытаются водить за нос. То есть вот как в случае с этим Пицунским соглашением, когда нам говорили, что это не продажа земли, это аренда, тут нам говорят о том, что это инвестиции. Но я не могу, опять же, согласиться с тем, что это инвестиции. Инвестиции – это такое взаимовыгодные отношения. Здесь же я, исходя из самого закона, я не вижу никаких взаимовыгодных отношений. Главными бенефициарами вот этого всего процесса, главными формальными бенефициарами, потому что много вокруг всего будет происходить этого, там будут и неявные бенефициары, но даже вот просто грубо, да, посмотрев на этот закон, мы увидим, что главными бенефициарами будут кто? Будут застройщики,
которые отобьют, да, 100%, там, да, и люди, которые вложатся вот в эту недвижимость, иностранцы. То есть у нас, а где во всей схеме... Чиновничество, которое, Чиновничество. через которое происходит вот выделение Естественно, да, естественно. То есть во всех этих процессах они будут присутствовать так, как они всегда присутствовали, негласно. Этот закон породит чудовищную коррупцию. В этом его опасность. Да. Ну, может быть, на этом я пока закончу. Я все-таки вернусь вот к этой составляющей, наверное. Ты в парламенте тоже, сейчас ты не депутат, но в прошлом парламенте был, и ты наверняка видишь эти настроения. Что вообще в парламенте? То есть куча всяких слухов, да, там, да, в сегодняшнем созыве. Как вот такой вопрос там, все-таки такой очень важный вопрос, и я думаю, многие знают, какие последствия будут, да, там, даже если есть там сверху там команда для некоторых. Вообще, какие настроения, как ты чувствуешь вот в парламенте? Мне сейчас трудно говорить, какие у них настроения. Мы с тобой можем судить только по их реакции со стороны, что ли. Да. Приведу последний пример. Вот непонятно получилось с аэропортом. А по аэропорту мы еще снимем с тобой или с кем-нибудь, не знаю, аналитическую, попробуем снять какой-то эфир, передачу. То есть на комитетах бурно обсуждалась тема аэропорта, кстати, привязанная напрямую к теме апартаментов, а на сессии проголосовали совершенно по-другому, не возникло вопросов и так далее, и так далее. Думаю, что нынешний созыв во многом больше, даже, наверное, степени зависим от настроений, что ли, в обществе. То есть он больше подвержен влиянию извне. Чиновничье давление с 3-го этажа на 2-й, оно там традиционное, всегда это как константа уже при любой власти, как говорится, сохраняется. Люди не понимают до конца, наверное, оба этажа, что это вообще-то разные ветви власти, это непозволительное общение, так скажем. Но этот созыв, думаю, что более подвержен влиянию мнения народа, мнению общественности, мнению, которая формируется, кстати, при помощи СМИ и так далее. Может быть, в этом и есть большой плюс, так скажем. Вот. Но смущает, конечно, реакция касаемо аэропорта. Сейчас, как будут проходить дальше обсуждения этого проекта закона, как Саид сказал, это настолько многогранная тема. Здесь нас как-то, не помнишь, недавно упрекали, Абхазия сожрала 110 миллиардов инвестиций. Это только как упрек звучит, как бы, и мы привыкли, мы сами это продуцируем, что вот Абхазия, ну это же в Абхазии, ну это же Абхазия, это же вот такой тренд прилип к нам, что с нами дел нельзя иметь, и все, за что мы взялись, мы делаем косо или криво. В большинстве, может, частенько так и бывает, но, поверьте, наверняка бывают косяки с другой стороны трубы, так назовем. Теперь тема стоимостью в 160 миллиардов рублей, я даже не представляю, какие риски коррупционные, о которых Саид говорил, нависли над нами. А если сюда присовокупить заявление Генпрокуратуры, то вообще можно коррупционную составляющую, ну, мы даже ее не обсуждаем. Воруйте, если можете, так это называется. Продолжу сейчас эту нитку, я, может, сейчас ухожу в сторону. Вот ты сейчас упомянул 110 миллиардов. Меня всегда смущало, допустим, то, что вот за 15 лет с момента признания нашей независимости со стороны Российской Федерации, то есть есть цифры, точные цифры, сколько там Россия, на какую сумму оказала нам помощь. Но и мы ничего представить в реальности не можем. Обратно. Хотя мы оказывали эту помощь, но вот этого цифрового показателя у нас нет. То есть у нас всегда присутствовал некий условный рубль. Да? То есть мы отдаем там, условно говоря, там 15 гектаров земли за условный рубль, там и еще. То
То есть, да, но как бы сейчас не везде напишут, что условный рубль, да, рубль он и есть рубль, да, то есть в этих показателях, то есть в этих бумагах ты указываешь, отдал рубль. В общем, почему у нас не получилось? Вот мы какие-то активы, что-то мы передаем, да, и так далее. У нас куча всякой земли, которую мы так или иначе отдали, да, на каких-то льготных условиях, да. Почему вот то, что мы передаем, вот не имеет какую-то определенную реальную цену? Вот мы, допустим, отдали вот на такую-то сумму. Что имеет реальную цену? Но почему Каждый мы сантиметр этого не этой делаем? земли, ну, мы живем в двух параллельных вселенных. Нет, я понимаю. Подожди, дружище, подожди. Это наследство послевоенной разрухи, которая фактически в таком виде дошла до нас сегодня. Юридической разрухи, давай такой термин придумаем. Мы же поселили себя в удобные две вселенные. Одна официальная, там, где у нас бюджет собственный, там порядка 6 миллиардов, что ли, и другая неофициальная, которую дно этой или высоту этой финансовой пирамиды никто не знает. Это та темная экономика теневая, в которой мы живем. Мы получаем две зарплаты, то есть одну официальную 20 тысяч, но при этом живешь на 100 тысяч, получаешь 5 тысяч, живешь на 50 тысяч. Ну, что не продали за условный рубль, но при этом взятка зашла в 100 миллионов рублей за этот участок. Слушай, в этой отвратительной схеме, ну, тоже есть порядок. И просто так эта земля не ушла, хотя бы уже давай вот, как бы этот кривой вывод не был уродлив, но я его сделаю. Хотя бы так эту землю продают не за условный рубль. А то, почему эти две вселенные не встречаются, как бы и не приводят друг друга в порядок, в понятный всем, оцифрованные активы земельные, это как бы, ну, сейчас из области фантастики пока говорю, ну, вот это, наверное, и цель каждого переворота. Уродливой очередной формы, уродливости нашей обыденности очередной, то есть смена власти путем переворота. Потому что эволюционным путем разруха не купируется послевоенная. То есть всех устраивающие две вселенные. Вот такой схематоз нам предложен, мы в нем комфортно живем и боимся, и порой не знаем, как изменить нашу жизнь. Вот в чем трагедия, собственно говоря. Проявлением этого является та тема, которую мы сегодня обсуждаем. 160 миллиардов хотят вложить, ну, для них в территорию, для нас это страна, но для них территорию, в которой нет до конца, то есть поля покрытия юридического всей территории, всей сферы деятельности народа и государства до сих пор еще не закончено юридическое построение этого государства. Механизмов контроля не выстроено, главных механизмов не выстроено. О каких 160 миллиардах эти люди хотят говорить? Я сейчас начинаю заводиться, опять эмоционально говорить, ну вопрос, ну как можно революционным путем, революционный в данном времени, может правильно назвать, скачкообразно, изменять демографическую ситуацию, экономическую пытаться, это мы уже где-то слышали в других странах, чем это кончается любая революционность. Вместо эволюционного, понятного, постепенно решающего твои локальные проблемы пути, это не исключает взаимовыгодное сотрудничество с той же Российской Федерацией. Это типа уродливых постулатов в пицунские времена. Не дадите пицунду, не получите пенсию. Это же надо такое вообще придумать. Как бы горько звучит, но я думаю, когда-то эти две вселенные встретятся и придет все-таки искусственный интеллект может решить этот вопрос, раз мы сами не можем. Саид, ты говорил о том, что юридическая составляющая этого закона, ты как бы даже в сомнениях, да, там, где он писался, да, практика, вообще абхазская практика вот, межгосударственных соглашений, она сводится к тому, что нам присылают какой-то документ, проект, и мы потом уже как бы реагируем на него, да, где-то вносим свои коррективы, где-то запятые проставляем, а где-то просто, а я помню еще 2008-2009 года, когда просто из доброты душевной нам столько сделали, да, то есть мы даже не глядя как бы подписывали это. Почему у нас, в общем-то, не предлагают свои разные проекты, да? Почему вот этого нет? Я вот наблюдаю все время, говорят, вот
пришел проект, давайте поработайте над ним. А почему нельзя самим написать проект? Вот ты сейчас юрист, который работаешь над законами. Насколько сложно вообще вот такой свой закон предложить, свой законопроект в качестве соглашения международного? Ну, здесь все-таки как бы речь идет о законе, и как бы мы делаем вид, что все-таки он в недрах, да, абхазских возник, хотя мы понимаем, что это не наша повестка, что эта повестка возникла еще в 2015 году, когда более грубым способом... Она даже раньше возникла. Да, наверное, и раньше, но как бы формально вот в парламенте появился такой законопроект, касающийся жилья непосредственно. Сейчас мы делаем вид, что это не жилье. Значит, разработчики закона придумали такую вот интересную уловку, когда называют жилье там, коммерческим помещением, нежилым помещением. Да? Вот. Ну, мы как бы все время выступаем в роли реципиента чужой политики. Мы как бы всегда движемся в фарватере. И, конечно, во многом это нашей ситуации обусловлено и политической, и внешнеполитической, и экономической. Но мы как-то мы не можем себя перерасти. У меня вот создается такое впечатление. И нам не удается вот такой равноправный формат поддерживать. То есть вот такой задачи перед собой наши представители власти не ставят. То есть это все от нас? Я думаю, что от нас во многом, да. Просто нет такой задачи. Вот. И мне кажется, да, с одной стороны, наверное, вот постоянный поток инвестиций, он, может быть, тоже как-то определяет, да, наши возможности. Но, как бы всегда, есть возможность диалога. Я не знаю, наверное, руки никто никому не выкручивает. Вот. Я, конечно, не знаю всей ситуации, но, опять же, у нас как бы мы можем заметить, вот если мы отойдем, скажем, от этого закона, если возьмем соглашения, которые подписывались на протяжении всей истории наших межгосударственных отношений, мы можем увидеть, как постепенно нас все менее и менее воспринимают в качестве полноценного партнера. То есть нам уже под конец предлагают вот подобные соглашения вроде Пицунды, например. И еще будут и тот же аэропорт. И еще, я думаю, в ближайшем времени всплывет одно соглашение по инвестициям, которое полностью освобождает иностранных инвесторов от налоговой нагрузки в Абхазии. То есть это, безусловно, я думаю, вина, я не знаю, в каком соотношении, но все-таки вина. Слушайте, конечно же, вина наших властей. В любом случае, чего нам критиковать, допустим, Россию? Россия защищает свои интересы. Если, в общем-то, есть возможность как бы выгодное соглашение для себя заключить, она заключает. Так же, как и мы, если для нас это выгодно, значит, мы заключаем. Да? Но, в общем-то, у нас, мне кажется, давно вот такого не ставится, да, выгодное соглашение. Я вот не часто слышу от наших властей выгодное для Абхазии, да, то есть сперва упоминают там о союзнических партнерских отношениях и так далее. Вот выгода Абхазии, она как-то иногда вскользь может упоминаться, а иногда вовсе не упоминается. То есть вот этого... Вот таких акцентов я не вижу, если честно. И сейчас я вот смотрю, вот, допустим, когда российские чиновники приезжают в Абхазию, у меня такое ощущение, что я уже об этом писал, что наше начальство, оно, собственно, так, кажется, что это вот ведет себя вот как руководители местных властей, да, там губернское какое-то начальство, да, приехал там делегация там из федерального центра, вот иногда даже они оговариваются, да, там федеральный центр и так далее. И вот они себя также и ведут. Реакция была, в общем-то, вполне понятна, молчание власти, когда там, допустим, к годовщине 15-летию соглашения
15-летию признания независимости Абхазии и Южной Осетии со стороны Москвы, там Медведев вдруг сказал, что там Абхазия, как бы народ Абхазии в принципе не против, да, там вступить в Россию, но это сейчас на повестке не сидит, но мы в принципе, сейчас я не дословно, но мысль такая, что в принципе этот вопрос может потом подняться. И это утром в 9 часов было. Пока там к вечеру там Сергея Шамба не растормошили, все остальные молчали. Страшно же что-то сказать. Да, все остальные молчали. То есть у нас вообще, то есть как будто бы некое такое... А что-то скажешь, в антироссийские элементы запишут сразу. Хорошо придуманная схема. Так, потому что мы сами это придумали. Кинал, с чего мы начали, давай вернемся. Этот курс должна определять, повторим опять, та же интеллигенция, та же вот активная часть народа, которые в селах, наши старички мудрые, еще слава Богу, вот они должны решать, а не те, кто сидят в креслах. Те, кто сидят в креслах, ты уже охарактеризовал их очень красиво, они подчиненные. А теперь давай вернемся к нашей, оставь этого Медведева, это все другая история. Вернись к апартаментам. А вот давай предположим, это же сейчас еще у нас уголовная ответственность, надо очень аккуратно разговаривать. Если на тебя давят силы крупные, криминализованные, финансово мотивированные и так далее, нам нужна земля, уважаемый Аслан Георгиевич. Там, или кто бы ни был, президент, неважно вообще, ни в имени, фамилии дело. Земля нужна, дружище, 500 гектаров, 1000 гектаров. Сколько стоите, грубо говоря, сколько надо туда, сколько сюда, где гарантия, что не дрогнет человек и не приведет с этой темой, почитаешь пояснительную записку, слушай, ну просто прелесть такая, ну деньги будут сыпаться из каждого столба фонарного, а не придет следом криминал, допустим, российский, что там, криминал вообще сейчас международный, грузинский криминал не придет. Или уже не пришел, предполагаю, повторяю для тех, кто попытается за язык поймать, предполагаю, вдруг, слава Богу, у нас Аслан Георгиевич не такой, он только о пользе государства думает и уверен, он эти риски тоже вычислил как бы. Да. То есть вернемся к таким схемам. Представляете вообще, что мы можем сюда запустить? Мы столкнулись с самым главным страшным врагом, с которым мы еще не сталкивались, с огромными деньгами, для которых нет, с капиталом, для которого нет ни совести, ни родины, вообще ничего нет, кроме самого себя. Людей для него нет, стран для него нет. Как с этим бороться? Только слушая друг друга и держась за руки, грубо говоря. И тут начинается у нас вместо того, чтобы спросить общее мнение и вынести общее решение, единственное пока еще, что не может переплюнуть никто, никакие деньги, никакие личности, в том числе криминальные, а мы начинаем дробиться. Высказался против, оппозиция пошел вон, тебя не нужно слушать, пришел с каким-то предложением отличным от общей линии, пошел вон, уволили с работы и так далее. Так далеко зайдут ли, интересно, они далеко дойдут ли вообще в плане принятия вот таких угрожающих национальной безопасности законов? Чем это закончится, уже как бы проходили недавно относительно. Пришли сами каким путем, не действующие. Давай уже назовем вещи своим. Зачем тянуть кота за усы? Слушай, зачем это делать опять? Просто каждый раз край пропасти все ближе. И ближе, и ближе. Алхас, ты вот сейчас говорил про цифры, там, в принципе, по каждому району там определенное, там 5000, кажется, да? Да, на район. На район. Но вот Сухум, где его строить они собираются? Или там где-то Гудаутский район? Или в Ачимчирском районе 5000 построят? Какова будет демографическая ситуация? Я вообще все-таки к тебе, да, Саид, обращусь. Насколько вот, ну вот, говорим, у нас там пустые земли и так далее, что у нас демографические проблемы. Это же дисбаланс будет, да, то есть 5000 апартаментов, условно говоря, где-нибудь там в Творчальском районе, это, или там в Ачимчирском районе, да даже в Гульрипском районе, который более-менее существует. Это же будет проблема.
Ну, здесь тоже, я думаю, что можно просто языком цифр говорить, да, чтобы понятно было, какой вот прирост наличного населения будет происходить. И, ну, возьмем вот эту цифру, да, квоту 5000 апартаментов на каждый район. Кстати, Сухум и Сухумский район рассматривается как одна территория. Ну, вот у нас там 7 районов, в каждом районе по 5000. Но я хотел бы еще оговориться, что кто будет соблюдать вот эту квоту, да? То есть где-то может быть больше, где-то может быть меньше. Опять же, практика может пойти по-разному, не дай бог, конечно. Я очень сомневаюсь, что кто-то будет точно следить, потому что вот наши тенденции таковы, что человек хочет, он строит. Да, и никто ему запретить не может. И, опять же, коррупцию у нас никто не отменял. Ну вот, предположим, если взять очень такие формальные цифры, усредненные, вот 2 человека в одном апартаменте. То есть мы получаем прирост наличного населения где-то от 10 тысяч в каждом районе. Ну вот я просто взял и сопоставил с жителями, да, каждого района. То есть если просто 10 тысяч, это, наверное, минимальная цифра. Ну вот если взять ее за основу, то это, например, 13% от численности жителей Сухума и Сухумского района. Это 25% численности Гагарского и Гудаутского района. Это 38% от численности Гуль-Рипского района. Это Гуль-Рипского 56, прошу прощения, Чемчирского 38, Ткварчальского почти 61 и Гальского 33. То есть это существенные цифры. Ну, мы, опять же, не знаем, как может, да, в будущем распределяться вот это население. Когда нам говорят о том, что эти люди придут и они как бы не станут частью вот абхазского общества, они не будут получать там паспорт, да, гражданство, они не смогут претендовать, да, они не смогут претендовать на вид на жительство. Это тоже лукавство, да. У вас постоянно на территории Республики Абхазия будет проживать вот серьезное количество людей. Опять же, от 70, да, тысяч человек. От 70, может быть больше. Вот. И это же не люди, которые готовы к такому бесправному существованию на территории Республики Абхазия. А они захотят тоже каких-то прав. Они, когда будут обосновываться, они, когда проживут определенное количество времени, они, естественно, захотят тоже как-то улучшить свой статус в Республике Абхазия. Они могут лоббировать какие-то интересы. Наверное, это люди не бедные, да? Кроме того, даже сейчас есть лазейки, о которых не говорит власть. Например, да, запрещая им получение вида на жительство или гражданство, они не говорят о том, что есть разрешение на право проживания. Да? Оно дает возможность проживать здесь на территории Абхазии до 4 лет. Причем этот период может бесконечно продлеваться. Там есть определенные условия. Если человек, значит, там 2 условия, которым в принципе могут соответствовать собственники апартаментов, то есть либо они обладают специальностью, которая необходима Абхазии, ну, есть перечень, да, он как-то ограничивает, наверное. Ну и второе, это вложение в Республику Абхазия финансовые там на сумму не менее 10 миллионов. Ну, купил, да, человек купил апартаменты, ну, скажут, вот. Хотя тут тоже, конечно, может быть нюанс, потому что, да, продавец все-таки может быть иностранным, да, гражданином, деньги не нам попадут. Ну, я думаю, в любом случае какие-то вложения сделав или даже пролоббировав какие-то изменения в закон, они смогут здесь закрепиться. Но в любом случае, знаете, это мировая практика, когда люди компактно проживают. Перебью тебя. Вот наша власть все переворачивает с ног на голову. Вот как будто бы мы должны обеспечить иностранным гражданам возможность проживания. Ну, вот такой вот малочисленный народ на такой небольшой территории мы почему-то должны обеспечить. И причем приводятся глупые аргументы. Аргумент такой, что вот видите, у нас количество незаконных сделок
с недвижимостью, с участием россиян, вот такое. Ну, слушайте, речь идет о незаконных сделках. Мы вообще как бы их не можем рассматривать в качестве какого-либо аргумента. Это дела, которые даже вот в нынешней ситуации, да, это дела, это люди, которые могут терять, да, свою недвижимость. Притом вы все-таки говорите уже не о возможности приобретения жилья, вы же говорите о том, что это недвижимое имущество, о том, что это временное пребывание. Вот хотелось бы, чтобы они все-таки тоже, видимо, они проговариваются, да, потому что не хватает им аргументации. И на поверхность вылезает то, что они действительно, их цель, не их, наверное, цель, а цель, которой они служат, это вот создание здесь вот такого вот рынка, да, жилья с одной стороны, и с другой стороны вот таких вот анклавов каких-то, да. Либо они уже связаны обещаниями. Ну, да. Не хочу говорить подкупом, обещаниями. Да. Но обещают, но это проблема. Я вот смотрю, в общем-то, куча всяких вопросов по разным сферам возникает. Это не только в плане демографии, у меня вообще вопрос и в плане экономики тоже, да. То есть я когда слушаю их, в особенности, когда приезжают высокие чиновники из Москвы, и наше начальство сопровождает их по всем, и начинают они вот как раз с этой ткачевской стройки, да, и у меня возникает куча вопросов, да. Стройка, это Пицунда, да. Но сейчас ткачевская стройка, я так понимаю, она... Он же уже дачу построил в Гагре. Да, Мол, помнишь, мол, мы шумели. Да, брал, интересно, да. Незаконное перекрытие пляжа и строительство мола незаконно. Ну, в нашей истории очень много было такого рода как бы ситуаций, когда нам очень много чего обещают. Но я к чему говорю? Вот я слышу вот эту цифру, да, 160 миллиардов вложат, там какая-то отдача тоже, какие-то фантастические цифры говорят. Но реальность какова? Сразу прерву. Да. Вот в Сухом. 5000 апартаментов, наша квота, так скажем, Да. коэффициентом и так далее. 5000, тут они, текст закона вообще интересно, апартаменты с апарт-отелями не просто так смешали в одном флаконе. Апарт-отели, ключевое слово отель я там слышу, гостиница, давай понятнее скажем. При этом расчете вот 5000 номеров, я посчитал по 4000 за сутки, сегодня 4000, пойди найди, 5,6 уже стоит. Уменьшили. 120 дней взяли курортных, даже не круглогодичную загрузку. Мы тоже налоги умеем считать, подоходный фонд оплаты труда и так далее, ну, порядка 400 миллионов. То есть прибыль будет, если ты отели, гостиницы, апартаменты, апарт-отели, то есть тут запускаешь, где собственниками, кстати говоря, надеюсь, могут быть местные жители, 2,4 миллиарда в год. В Сухуми, только 5000. И оттуда налогов мы получим порядка 400 миллионов. Теперь по пояснительной записке переключаюсь на просто апартаменты. Кто что кому продал, как сдал, ты знать не будешь. Все по Тинькофф карточке где-то там в Москве, бах-бах-бах, прошло, вы этого видеть не будете. Единственное, к чему вы можете руку приложить, налоговые службы, это только к сбору с апартаментов. Ну, по 50 квадратов, я посчитал, и так далее, где-то 375 миллионов. Даже в этом уже не бьется, понимаешь? То есть опосредованно то, что говорят, это любимое сейчас слово мультипликативный эффект, он и там будет. Ну, мультипликативный эффект, я так думаю, скажется на канализации, на водоснабжении, на электричестве. Я уверен, проехался по пояснительной записке, ну цифрами сыпят, только плюсы, если почитать. Просто это смешно иногда читать. У нас будет взрыв сельскохозяйственного производства втрое. Слушайте, у нас можно для этого, это вообще-то проект стоимостью 160 миллиардов, больше, чем многолетний инвестор. Как-то удосужьтесь, например, нам представить, как это будет развиваться в сельхоз. Хоть какую-то программу, как программы по сельскому хозяйству составляют, пишут, это при нашем созыве мы успели застать.
Это что касается сельского хозяйства. Там написано 75% норматив от 13 тысяч создающихся, ну, создаваемых или, возможно, создадущихся рабочих мест. Откуда этот норматив? Кто будет, как мы это проконтролируем? А рабочие, допустим, это что, все чернорабочие? Квалификации у наших хватает, значит, наших не хватает квалификации, значит, будут привлекать. Эти люди тоже осядут, им нужно жилье, они тоже, как и жители Средней Азии, сегодня, посмотрите, это уже это часть нашей жизни повседневной, как бы. А об этой миграции задумался, как бы, толкач этого проекта, так скажем. Просто дальше, дай вот минутку, просто свои опасения. Водой обеспечить сможем? Они ждут 1,5 миллиона человек сверху, то есть там ихними цифрами оперирую. 400 тысяч, то есть тут немножко снизили, скорее всего, пересекающих границу вот в этом режиме туристов. 800 тысяч однодневных. В течение курортного сезона, то есть это нагрузка, значит, это 1 200 000. Сколько неучтенных, Бог его знает. Плюс к этому 1,5 миллиона. Это сколько уже получается? 2,7 миллиона. Вообще-то мы тоже тут еще живем, нам тоже надо как-то снабжать и так далее. Водой, снабжение водой в Абхазии, оно трещит по швам, потому что нет новых водозаборов, трубы устарели и так далее, и так далее. Это надо решать? Надо решать. Качество воды, канализация, то есть продолжим цепочку. Ну, я, все, наверное, с ротавирусной инфекцией уже все столкнулись. Качество воды в этой стране, нет очистных сооружений нигде. Были трубы выведенные туда далеко в море, и они сгнили уже, то есть это течет. И удвой теперь все потребление, соответственно, и отходы. Что будет твориться, вы представляете? Канализация, мусор. Мусор, вы вообще представляете? Я просто, давай теперь пояснительная записка сыпет цифрами, я тоже буду сыпать цифрами. В Московской области у нас же все сравнивают с крупными городами. 2 кубометра мусора в год на человека. Посчитай теперь на это количество людей, получится около 5 кубометров. Это чтобы вывести, надо около 1000 машин. Вывести-то 1000 рейсов. Нет, перерабатывать. Инал, ты слышишь, что 1000 рейсов машин? У тебя это от Гали, где сейчас функционирующая свалка, до Сухуми будет сплошная череда грузовиков, воняющих мусором. Ну, сейчас иронизирую, конечно, ну как эту цифру переварить? Ну, мусорный полигон и мифический завод сколько лет строят, ты видишь. Видимо, пока, как обычно, не утонем в мусоре, не получим. И еще аргументик интересный. Опять вернусь, ротавирусная инфекция. То количество людей, которое приезжает в республику, гости республики, мы их должны нормально встретить, естественно, накормить, устроить, напоить. Мы еще должны их лечить, если они заболеют. А заболеют они чаще всего чем? Нашим ротавирусом в море, либо шашлыком каким-нибудь некачественным и так далее, и так далее. Обращаемость в больнице растет в разы летом. Мы тратим на них сегодня наши ресурсы лекарственные. Чтобы кто ни говорил, не всегда у нас пойди в аптеку и купи. Мы тратим наши ресурсы, которые мы должны потратить на местных граждан, ты понимаешь? На то количество населения, которое они сюда хотят притащить, а я повторяю, они же это нам лапшу вешают про экономику взрывную, но это ведь революционная смена демографической ситуации. Мы не готовы хотя бы в плане здравоохранения, если так, один из аргументов, ну, видимо, это никого не интересует. Строительство новых больниц запланировано, где оно вообще озвучено, кто-нибудь сказал? Где озвучены проблемы инфраструктурные, кто-нибудь сказал? Это же расходы. Слушай, я понимаю. Слушай, я даже предугадываю, что они ответят. Ну вот там доходная часть, из нее и будем строить. Слушай, ну я понимаю, уже не совсем идиот, как вы пытаетесь представить. Покажите план, по которому пенсии мы вам... Слушай, по какому плану вы пенсии начислите? Что вы сами пишете в конце, что все доходы вы создадите какой-то мифический фонд для социального жилья там, и так далее. Все вы отрезали. Еще можно вот один Конечно.
насчет экономики. Мы не должны забывать о том, что вот у нас тоже есть этот частный туристический сектор. Представляете, да, сколько в апартаментах может быть создано койко-мест? Да, то есть эта сфера перетянет на себя российского туриста. Наверное, вот этот частный сектор, он просто умрет, потому что он не может, например, конкурировать с облагороженной территорией, с относительно комфортными, я не знаю, повышенной комфортности, пониженной, какой-то, да, комфортности, более высокой здания апартаментов. То есть вот, пожалуйста, да, вот такая угроза, и совершенно она как бы не в интересах, вот эта повестка, да, и последствия, да, ее совершенно не в интересах местных предпринимателей. Опять же, я говорю только лишь о частном секторе, но и, да, частный сектор — это не только вот люди, которые сдают свои домовладения, но еще и гостиницы частные, большие, небольшие. Да, мы знаем сейчас, ценник высокий, да, на проживание в гостиницах. Может быть, ценник будет гораздо более выгодным в апартаментах. Какая серьезная конкуренция в связи с этим возникнет? Да? И да, как с этим быть? И совершенно вот на какие-то вот эти пояснительные записки, совершенно на какие-то вопросы не дает ответа. Да? Там все в таких вот розовых красках, да, это исключительное благо для Абхазии, но на ответы на какие-то вопросы серьезные, да, на угрозы, на риски, да, совершенно не дает. Все-таки у нас время не безгранично. Я задам все-таки последний вопрос обоим вам. Все-таки вы достаточно хорошо знакомы с практикой работы Народного собрания. Вот сейчас законопроект, он в разработке находится, да? Насколько есть возможность при вот всем этом общественном восприятии отрицательном, да, по поводу этого законопроекта, насколько есть возможность его отозвать, или там есть возможность его кардинально изменить? Вообще, какие-то перспективы по этому документу я бы хотел вот ваше видение услышать. Ты знаешь, интересная фраза еще звучит: ну как нам выходить из этой ситуации? Да. Я вот но власть это все время задает вопрос, да. Не входил, выходите сами как хотите. Очень простой есть способ. Во-первых, как хитро придумано, наш президент, администрация выдала на гора этот проект, бросила в парламент. Вот все, депутаты теперь решат. А почему депутаты должны решать этот предательский вопрос? Просто берет администрация президента в лице президента, забирает обратно, и закончился этот разговор. Причем очень показательно, очень, я не знаю, положительный был бы момент, если бы он это сделал до Дня Победы. Не оставить этот вопрос, когда на парад мы придем друг на друга, смотря не очень доброжелательно. Это был бы такой шаг, объединяющий народ к Дню Победы. Ему еще стоять, парад принимать там, если он собирается это делать, к счастью или к сожалению, не знаю, но какой момент интересный исторически, ты понимаешь? То есть надо будет выбрать спокойствие народа, какое-то единство, не осталось, я не знаю, кто еще не высказался про апартаменты, кроме него, в смысле, и его администрации. Уверен, и там не все это поддерживают, если уж быть искренними с их стороны. Вот одна сторона, либо упорно, не знаю, быть заподозренным во всех грехах и тащить упорно этот проект, и еще неизвестно, чем это все закончится. Я за то, чтобы он отозвал этот проект, и все на этом закончилось. Спасибо, мы ему скажем, и забыли всю эту историю. Алхаз все-таки более эмоциональный. Я бы хотел бы все-таки вот так, чтобы чисто юридически... Нет, мне эмоции тоже чуждые. Да. Очень даже... Вопрос обязывает быть эмоциональным. Ну, естественно, это наилучший исход, если вот инициатор закона, он просто
так как сказал, да, Алхаз, он просто отзовет свой законопроект. Ну, другой вариант это то, что просто депутаты не проголосуют за него или даже вообще не вынесут, да, на чтение, просто будут откладывать. У них вот так давно. Там временные рамки есть, сколько можно откладывать? Ну, в принципе, они могут просто не выносить, да, и он может лежать, да, естественно, и таких примеров очень много, да. И также тоже, в принципе, может быть принят там в первом чтении, но не вынесен во второе, если там срок больше 2 месяцев, то этот закон также можно считать, что он ушел в корзину. Вот здесь как бы меня волнует то, что как бы вот эти вот участники этого процесса, они делают вид, что не понимают последствий закона. Вот для меня очевидно, что этот закон, вот я такое слово скажу, что это вот политический ревизионизм. То есть это полностью пересмотр тех основ политических, конституционных, которые закладывали, да, исторических, которые закладывали вот создатели нашей государственности. Это самое ценное, то, что у нас есть. Естественно, это все связано с ресурсами, с землей, это одно от другого неотделимо. И делать вид, что как бы это не взаимосвязанные вещи, и делать вид, что мы там беспокоимся о там, иностранных гражданах, я не знаю, на территории Абхазии, это совершенно никак не согласуется с вот той позицией исторической, которая у нас выработана. Посмотрите на Декларацию о государственном суверенитете Республики Абхазия. Это вот даже доконституционные документы. О чем там говорится? Там говорится о том, что мы как бы восстанавливаем историческую справедливость, мы возвращаем себе наши земли, наши ресурсы. Собственно, Конституцию посмотрите, где и другие документы, где исключительная собственность. Да, нам говорят, что это как бы остается в наших руках, но это же неправда. Мы даем возможность строить на своей территории там, многочисленные, да, апартаменты, закрытые, открытые и так далее. И все, эта земля уходит. И при том, что мы видим, что это не граждане Республики Абхазия. То есть такое присутствие постоянное, количество людей равного, там, скажем, абхазскому населению. Или даже больше. Ну, я вынужден все-таки завершать наш эфир. Я напомню нашим телезрителям, что мы в очередной раз говорили о апартаментах. Эта тема нас действительно беспокоит. Нас, я когда говорю, не имею исключительно людей, которые сидят в этой студии, я имею в виду достаточно широкие общественные слои населения Абхазии, наших граждан. И это действительно такая тема, которая достаточно судьбоносная. Да, то, как она пойдет, очень многое зависит, что будет с нашим государством, как оно будет развиваться, а может и вообще не развиваться. И я еще раз напомню, что у нас сегодня в гостях были Алхаз Джинджоли и Саид Гизердава. Кто такой Саид Гизердава? Саид Гизердава. И я еще раз напомню, что нас можно смотреть на YouTube-канале одноименном «Чегемская правда», на странице в Facebook тоже одноименная «Чегемская правда», и на телеканале Абаза, и на сайте газеты «Чегемская правда» chegem.su. Я прощаюсь с вами. До свидания. Счастливо. Спасибо вам. Спасибо. До свидания.